Воспитанник спортивного клуба «Кушт» Ислам Картоев на первенстве Европы по вольной борьбе завоевал серебряную медаль. Соревнования прошли в середине июня в Италии и стали настоящим праздником спорта для поклонников вольной борьбы. Не секрет, что именно на таких турнирах и формируется костяк будущей взрослой сборной России по спортивной борьбе. Ислам Картоев выступал в весовой категории до 92 килограммов. Один из самых конкурентных дивизионов в вольной борьбе всегда преподносит зрителям сюрпризы. Наш земляк в 1/8 финала встретился с представителем Турции. Поединок получился нервным для сторон обоих борцов, но сильнее оказался именно Ислам Картоев. Давайте посмотрим на эту схватку. Выйдя в 1/4 финала первенства, Ислам показал, что предыдущая схватка была скорее разогревочной. На ковер против представителя России вышел спортсмен из Венгрии. Эта схватка получилась разгромной, и неполных 6 минут Картоеву хватило на то, чтобы разгромить оппонента. Но лучше, как говорится, самому увидеть этот поединок. В схватке за выход в финал Картоеву противостоял борец из Грузии. Грузинские спортсмены известны своей физической мощью, но в этот раз наш земляк не оставил ни единого шанса своему сопернику. К сожалению, в схватке за золотую медаль первенства Ислам уступил в равной борьбе спортсмену из Армении. Однако это, несомненно, станет для него огромным уроком. По возвращению домой Ислама встречали в аэропорту. Разумеется, победам своих спортсменов жители Ингушетии всегда очень рады. Ислам показал очень хорошую борьбу. Мы все видим, что в общем спортивная борьба у нас развивается. Я думаю, для нас это очень хороший результат. Давно у нас в вольном стиле не было такого результата. Небольшие итоги выступления подвели в родном зале Ислама. Здесь, в стенах ФОКа города Малгобек, на базе спортклуба «Кушт», Ислам тренируется каждый день. Чтобы стать лучшим и прославлять свой родной край и страну, Картоев делает все возможное. Сборная России команда Черчишка хатига офоподбория тацевинюх Москве адахрут хошинкера тоже ковер бя стига адахрут сразу. Игр халас турк халас мира второй надо хашер. Так живой борож мубас белгиш ликвартик. Первый ханела дик хогер жох. Это дала дах раухис мир хошер молодежка юхтасуц. Тренерский штаб Ислама очень доволен выступлением своего подопечного. Разумеется, любому спортсмену есть куда расти, и после покорения одной вершины перед борцами открываются новые. В этом вся прелесть спорта.
Конечно, хороший результат. Если вот сравнить, буквально 2 года назад мы как начали работать, сейчас заходим в зал, смотрим, у нас команда призеры России, призеры СКФО, призеры Европы уже, сейчас парень у нас стал. Это команда, можно сказать, приятно смотреть на них, это большой результат. Это не только в республике он известный, но по всей России известный. Уже даже в Европе человек выступил и серебро взял. Это о чем говорит, что мы в правильном направлении и хорошие результаты показываем. Я думаю, что еще будут. Молодежь растет хорошая у нас. Выступил, на мой взгляд, он не на 5. Мы думали, что мы надеялись, что он станет чемпионом. Он был физически и во всех качествах был готов, чтобы взять золото. В финале он настолько сильно хотел выиграть, поэтому начал суетиться и из-за этого допустил несколько ошибок и проиграл схватку финальную. Хотя выигрывал полностью, вел схватку и в конце упустил. Один из одноклубников Ислама, который также очень обрадовался очередной громкой победе своего земляка, это Моусер Боков. Сам Моусер занимается не только борьбой, но и многими другими видами спорта. Ислам себя нашел в одном конкретном направлении, считает Боков, и пока не добьется желаемого, он не отступит. Это очень хороший результат для нашей республики. Ислам, я его знаю с детства, очень готовился, очень усердно тренировался. Очень рад за него. Этот, по сути, первый результат, первый чемпионат Европы, на который наш спортсмен вырвался с нашего клуба. За долгое время у нас не было таких результатов. Были призеры чемпионата России, сейчас призер чемпионата Европы. Надеемся, что будет тоже попадет на чемпионат мира, тоже выиграет, станет призером или чемпионом. После такого серьезного результата основатель клуба Башир Куштов решил поощрить денежной премией Ислама. Стоит отметить, что здесь такое происходит регулярно, и, как показывает практика, результаты спортсменов от этого становятся только лучше. Что Башир Муса Мамад Агат учиться для на носу бедвен. Я носу хантон. Хауден са замиг вошанден са орызда качрет амигадио. Агат шож айга доктор янки мохи хушмасан айг. Шайга хаджа Аллаху. Это бах носу. Настоящий профессионал от просто хорошего спортсмена отличается своим подходом к делу. Никакой расслабленности даже после серьезного триумфа. Это отличительная черта мастеров своего дела. Тренировки никто не отменял даже после победы на Олимпийских играх. Скорость нужна, скорость, давай, ускорение, Ваха, быстрее надо делать. Быстрее. They're going around and around and around and around and around. In my head. Переход. Пошли быстрее. All the things you said to me, everything I never knew. All the things you said to me. Отработка техники, функциональная подготовка, работа в партере – все в этом зале переплетается, но каждый компонент оттачивается строго в определенный промежуток времени. Соблюдение графика тренировочного процесса очень важно. Уже совсем скоро представителям клуба Кушт вновь предстоит выйти на мировые арены и доказать свое превосходство. Ну а жители Ингушетии каждой победе спортсменов будут радоваться как своему личному триумфу.